Вообще он уже рядом подлетел. Да мы здесь! Оу! Иду к избушке и заметил вот такой концерт такой, блин, муравьи. Маленький такой муравейник. И это медведи или, может, лиса, не знаю, кто разворошил тут. Смотрите, сколько тут муравьев. Вот это да. Что они там делают, интересно. Вот. Все в куче сегодня. Сегодня жарко, тепло. Ну, как-то интересно, почему они так. Сейчас немножко их... Так. О, смотри. Ух, как зашевелились. Вон сколько их. И на дерево лезут, и... Что они тут? Какое собрание у них? Они не работают, а вот именно что собрались и что-то там, вон, в куче. А вон, смотри, крупные, наверное, какие-то матки, может, или что там? Вон же. Сейчас, подожди. Вон они. Раз, второй. Так, второй, третий. Это совсем какие-то... То, наверное, может, матки. Что-то они тут... Вон вышли. Вон какие крупные. Несколько штук их. Несколько штук. Вон. Что-то тащут их. Сами это... Вон видно, что они могут ходить, на их перетаскивают. И я не знаю почему. Ну. Вон. Может, это какие-то самки или матка, или кто у них там. Опа. Это мой штатив самодельный. С таким штативом я хожу. На профильную трубу вот приварил такой 6 болт. И там еще барашек. Там еще рот идет. Чуть не потерял, между прочим. Я откручивал его. Но вовремя заметил. Мог бы и потерять. Тоже приспособа. Здесь для бурана я тут пилил. Иногда бывает, тоже езжу на буране тут. Вот так и добираюсь до избушки. С одной стороны хорошо. В стороне избушка. Далеко от речки. И меньше людей. А с другой стороны тоже самому, вот когда вещи перетаскиваешь, тяжеловато. Особенно осенью, когда очень много вещей на сколько там, полмесяца бывает, месяц в лесу. И все на себе приходится тоже перетаскивать. Лес, рябчиков никого не слышно. Все, наверное, сейчас на гнезде сидят. Следов пока тоже никаких не видел. Главное, чтобы медведей не было. Они, наверное, возле деревни сейчас точно. Возле сел, возле деревень там. Жарко сегодня. В первую очередь приду в избушку и разденусь. Теплую одежду. У меня спортивка и теплые носки. В болотных сапогах вон как. Это все надо переодеться. У меня в избушке там сапоги маленькие, короткие. Все надо переодеть. Ну, в принципе, избушка уже, вон я вижу, слава богу, избушка на месте. Каждый раз, каждый год вот я прихожу. В первую очередь это избушка. Я увижу свою избушку и легче на душе. Избушка стоит. Самое главное.
Фу-ху-ху. Все на месте. Амбар стоит, баня есть. Туалет на месте, не свалился. Год простоял. И я думаю, дальше будет стоять. Челом здорово, карка. Лейджуж не шатчины. Челом здорово. Вот и снова мы на избушке. Вот такой бардак небольшой. Но это нормально. Это после зимы там, после меня. Еще люди здесь. Рыбаки, охотники ходят. Бродят. Фух. Но это терпимо. Это я все уберу. Все нормально. Челом здорово, карка. Батарейка разряжается. Угу. Пачка сигарет выкуренные. Мыло на месте. Мылом не пользовались, видимо. Ну, чайник, котелок, все на месте. Чистота, порядок. Блин, степлер забыл. Надо было степлер привезти, прикрепить это степлером. Вот я забыл, да. Как-то и не подумал. Мыши опять тут. Мыши. Следы мышей. Сушки вон оставили. Но нет, это мои. Это мои сушки. Я думал, кто-то оставил. Это сушки. Если увидите сушки в избушках, значит это Олег там был. Но это конфеты не мои. Это уже кто-то оставил. Это какие-то охотники. Пакеты, чай, заварка. Это такую пачку я тоже не возил. У меня плоская пачка. Это тоже это охотники привозили, видимо. Ну, оставляют. Всегда. Это традиция у нас. И немножко, но хоть что-то надо оставить в избушку. В любую. Своя избушка или чужая. Да, Айда. Передай привет. Айда. Все. Главное, мы на месте. Доехали до избы. Сейчас будем обживаться. Чай скипятим. Хочется очень уж чай попить. Жарко на улице. Не так жарко, сейчас надо посмотреть. Жарко, говорю, а примерно там, ну, 17 градусов. 17 градусов. Это редко. 10 июня, 17 градусов. Нормальный ход. И 2 комара уже подлетали. 2 комара. Ну, сухие дрова чуть еще есть для затопки. Рябчик, самец я слышу. Это хорошо. Самцы есть. Да, да. Замок на месте. Здесь кладовая. У меня некоторые вещи тут тоже иногда бывает. Второй свисток. Да, привет, привет! Это я! Че, по голосу не узнаешь, что ли? Это я с рябчиком. Самец. Вон, откликается. Да, с ночевкой. С ночевкой я приехал. Как делишки тут у вас? Самочки, наверное, уже в гнезде сидят. Гнездятся в гнезде, да. Ну, сейчас я чай скипячу. Еще какой-то интересный звук, может, 2 рябчика, не знаю. Чай скипячу, а там уже, может, по тайге куда-то сходим. У меня еще здесь озера есть, и на озерах несколько лодок маленьких. 2 лодки нуждаются в ремонте. Одна уже пробоина там, а вторая надо покрасить. Это тоже надо сделать, пока погода, дождя нету. Вообще он уже рядом подлетел. Да мы здесь! Оу! Давай покажись! Поколол я дрова. И костер сделаю в мангале. Потому что вокруг, блин, трава, и трава уже подсохла. Все сухо. Опасно тут.
за чай попить, уже не могу. Сходил за водой, и там лягушки. Там лягушки, на озеро сходил. Ягода на ходу. Одного схватил, может одну, не знаю, самка или самец там плавает. Но их много там, десяток штук, наверное, было. Вообще, он уже пообедал. У нас ни завтрака, ни ужина. У нас ни завтрака, ни обеда пока не было. Сейчас вот чай скипятим. И, наверное, можно тоже на быструю руку кашу согреть, в принципе. А потом уже что-нибудь. Ну, основное варить будем вечером. Сейчас так, по-быстрому что-то сообразим. Можно бич-пакет также. Все можно. Что в душе хочется, то и можно сварить или разбавить. Жарко. Жарко. Вот я не люблю. Не люблю я это лето. Не очень так мне нравится. Основное осень. Самая любимая пора моя. О, загорелась. Так. Таким макаром. Сейчас раскочегарится, быстро чай закипит. И, наверное, я начну сегодня с покраски лодки. Надо покрасить лодку одну. А там посмотрим, там уже и вечер. День, можно считать, уже прошел. Так, главное, чтобы искра не полетела, трава сухая, все сухая. Запас воды 2 ведра у меня тут. Не дай боже, там блин, искра куда-то улетит. Для этого я и сделал этот мангал еще. Вон вторая печка даже, железная. Бывало, что там я готовил. Но лучше, наверное, летом все равно портативная плита, газовая, таскать плиту в избушке, там быстренько сварил или погрел, что надо. С другой стороны, так здорово в лесу. Никаких проблем. Все время вот растянулось у меня с походом. Никак выбраться не мог. То одно, то другое. Вроде все дела закончил. Смотришь, с утра опять уже новые проблемы. Все откладывал. Потом решил, вещи собрал и поехали сегодня. Быстренько отдохнем. 2-3 дня и обратно. Сперва, наверное, надо разобраться с УАЗиком. У меня УАЗик вообще перестал работать. С этим датчиком, блин, или я не знаю, в датчике дело. Я менял тоже датчик. Вроде
Не в датчике дело. Где-то в другом месте. Ой. Ладно, дым идет. На камеру больше пока снимать не буду. Чай попью и включимся возле лодки. Решил кашу погреть. Холодная каша не та. Это баночная каша. Я не знаю, какая там название. Но перловая. Перловая каша. А кто производитель? Какая фирма? Сейчас не могу сказать. Банка куда-то. Банка там в избушке. Ну, нормально, каша. Можно есть. С хлебом. Вон как костер разгорелось. Вкусная каша, между прочим. Вот. Это еда моя. Сейчас с хлебом покушаем. И работать. Думал, до лодки не включу, а все хочется и хочется снимать. Сейчас, наверное, скоро у меня и карта памяти закончится. Так. Пока чай не закипел, пойти посмотреть еще, как там наша баня. Амбар вроде стоит, все ровно. Не знаю, протекает, нет там. Хотел еще зимой рулон рубероид привезти. И так и не получилось приехать на буране у меня. Ё-моё. Один раз только приезжал. Так. Опа. Так. Как делишки тут? Как делишки? Печка опять, наверное, чуть-чуть провалилась. Что-то там непонятно что. Но вроде нормально все стоит. Можно мыться, париться. Кто жар любит. Это дверь так откроем. И открытым на все лето я оставляю. Только зимой. На зиму я закрываю. А летом пусть проветривается. Потому что все здесь влажно. Сыро-то есть. Влажно, сыро. И этот мой тир там. Вон. В прошлом году стрелял. Есть видео. 10 мгновений осенней охоты на боровую дичь. Там немножко тоже поснимал. Этот рябчик, мой рябчик там еще свистит. Ремонт прошлогодний. Тут тоже крышу ремонтировали. Фу-фу. Интересно, к избушке медведи подходили, нет, весной. Так следов особо нету. И ничего такого не вижу, что вот кто-то был здесь, медведь или еще какой-то росомаха. Прошлогодняя трава, я вот здесь все убирал и здесь кучку оставлял. Прошлогодняя трава так и гниет тут. И ростки вот все время вот тоже не рябина, а береза, вот эти ростки все выходят и выходят. Я 2 раза в год их кошу, косой кошу, да. Ух, как загорелось. Вон как кипит моя каша. Вон. Давай быстрее, чай закипай, да. Кушать хочется уже. Все кипит. И туда эти, как его, когда стреляет, там зола попадает. Вон как кидает, стреляет, как зола тоже попадает. И запах
Запах костра будет в каше. 2 раза вкуснее. Ну, нормально нагрелась там. Тает, тает во рту. Блин, как же я кушать хочу, ё-моё. Ай, аж не втерпешь, блин. А на сторонку туда. Куда-то ставлю в сторонку, пускай пока тут будет. Давай чай быстрее закипай. И кушать, кушать хочу. Ох, жарко-то как. Еще в самом середине. Да и жар там. Чайник идет. Чай закипел. Сейчас уже занес. Костер немножко потушил там. Все равно опасно. Чуть-чуть. Чуть-чуть опасно. Главное чай заварить. Варим чай. Покушаем. Там видно будет. Сполоснуть. Ну что, из провизии я привез. Тушенка самодельная. Сами делали тушенку. Каша. А вот такая каша у меня с собой. Блин. Ага. Ну, надеюсь, видно. Вот такая каша рисовая, перловая. Несколько штук я взял. Несколько штук. Потом сгущенка. Суп пачковый, картошка там. Конфеты. Самые простейшие. Подушка. Сахарный песок. Ну, на всякий пожарный я взял, а я свою избушку возвращаю. Ну, свою избушку приехал. Я знал, что здесь то точно есть, но кто его знает, может там, блин, кто-то откроет замок, там амбар, или могут и украсть. Всякие люди бывают. Сейчас чай заварим. Лук привез. Как же я хочу пить. Сейчас быстренько заварится, да попьем. Ну-ка попробуем, что за каша. Вкусно. Жирно только. Жирная консерва. Много жира там. Я еще добавил растительное масло. И хлеба. Я на речке вот немножко чай попил там. Там я ломал этот хлеб. Вечером немножко затоплю печку. Ну, так запах сырости особо нету, а все равно холодно будет ночью. Кирпич холодный, и от кирпича еще холод будет идти. Да, и ночи не такие еще теплые. Да. Вкусно. Если на одну ночь, скажем, вот ехать в избушку, другие избушки, вот такие консервы самые разные, потому что не надо думать, что надо что-то сварить. По-быстрому согрел там консервы. Вкусно. И перловая консервы, перловка, она сытная. Съел банку и
Еле как бы заваривается без тут чаю. Хотел бы брусничный лист заварить, но в следующий раз. Где моя маленькая ложка? Нормально я наелся. Кашу съел и 2 стакана чаю попил. Сайду надо тоже покормить. Так, у меня тут лыжи стоят, и куртку оставлял. Сейчас покажу, что с моей курткой случилось. Ёб твою мать. Эти мыши-засранцы вообще обнаглели. Вот смотрите, Рябчик, дружок наш. Вот смотрите, что они натворили. Это охотничья куртка моя. Ни одно видео я уже с ним ходил. Много видео уже снимал с этой курткой. Перчатки еще у меня в пакете. Почему они так сделали, интересно? Сгрызли все. Сгрызли, да. Вот нафига мне эту работу опять сделали? Ну, вот, не тканку они почему-то съели. Да. Я хотел еще приехать, думал, приеду и еще похожу в этой куртке, а на последней охоте уже отвезу обратно домой. Но вот видите, как не получилось приехать, куртку оставил, и вот мыши, блин, долбаные мыши. Вот за это, что они сделали, я еще сделаю 10 мышеловок. Будем бороться с ними. Надо было клей мышиный еще взять. Вообще здорово было бы. Ну, что поделаешь, надо новый капюшон. Новый капюшон придется шить. Ничего страшного. Разберемся. Эту куртку я повезу домой. И рябину я вот оставлял. Рябину вон съели. Зимой еще рябина тут у меня была. Все съедено. И вот эта бутылка тоже надо как-то вот так сделать. Это шатается и такой скрип дает, как будто возле избушки кто-то. Лестница у меня тут еще. Лестницу тоже надо убрать. Ну, я снег убирал. Лестницу, видимо, я здесь оставлял. Я уже не помню. Может быть. Опа. Так. Ну, пока пусть так будет. И уже тучи хмурые тучи приближаются. Ветер. Понятно откуда. Привет, привет! Рябчик. Рябчик со мной говорит. Рябчик говорит со мной. Северо-западный ветер. Обычно с восточный ветер тучи приносит и дожди начинаются. Ладно. Идем к первой лодке. В принципе, уже мы подходим. Недалеко уже осталось. Эту лодку надо покрасить. Не помню уже там пробоины были или нет. Но покраска нуждается. Уже несколько лет я не красил. Хоть немножко, чуть-чуть покрасить. И то. Ну, лодка на месте. Это как-то тоже, не знаю, 2-я или 3-я лодка у меня, которую я сделал. Опыта такого еще не было. Ну, как получилось. О, ржаветь уже начинает. Вон, ржавчина пошла. Ржавчина. Так, тут у меня краска, кисточка.
Краска там, остатки краски какие-то были. Так. Опа. Ну-ка посмотрим. Так. Доска вроде... О, блин, шиповник. Доска вроде крепкая еще. Да. С наружной стороны. Главное покрасить. С наружной стороны. Тут у меня лопнуло, вон, смотрите, трещина такая пошла. Это нехорошая трещина тоже. Так. Главное с наружной стороны. И тут тоже, ну, оцинковка уходит вот здесь вот. Именно вот когда вот за ручки возьмешь, тащишь, и этот конец, скажем, по земле вот тащится, и оцинковка уходит. Все, ржавчина пошла. Ржавчина пошла, е-моя. Так, и там-то, ну, с обеих сторон там, когда как попадает, таскаю, вон тоже трещина. Ух, ёб твою мать. Гниль идет. О, блин. Пока не сквозная, но уже вот-вот. Труха там тоже уже с внутренней стороны. Ай, блин. Ну. Чего это так? Интересно. Вон краска отошла. И тоже уже труха. Немножко, ёб твою мать. Что же делать-то? И тоже может здесь отремонтировать чуть-чуть. И по длине идет. Смотрите, что творится, а? Как же быть-то? Я это и не думал, что такая фигня на этой лодке. Инструменты ничего я не взял. По-новому придется сходить, что ли? Мне эта труха не нравится. Это уже гниль пошла. Здесь хотя бы с жестью как-то вот так закрыть. Да, чтобы время не терять, наверное, все-таки сбегаю я за инструментами. И как-то может еще получится что-то заделать. Но с внутренней стороны он тоже что-то не то. Блин. Молоток нужен, гвозди нужны. Так, не будем время терять. Я схожу за инструментами. Ай, опять такую даль идти. Ходил за инструментами. Там нетканку принес. Смола, ножницы по металлу. И еще лист оцинкован 0,45 толщина. Попытаюсь что-нибудь, может, получится сделать. Но она как-то, скажем, вот еще вот до сюда гниль пошла. Или, ну да, в принципе, наверное, такую полоску я отрежу. Где-то сантиметров 10 полоску отрежу. И прокладку нетканку со смолой заделаю. И сперва я здесь гвоздями прибью вообще, сколочу с гвоздями, а потом уже, как я это все сделаю, согну, ну надо посмотреть, что из этого получится вообще. По ходу там, как сделаю, может и покажу, а сейчас толком ничего я пока сказать не могу. Можно, конечно, так, сбоку там, в принципе, можно сбоку, но не буду заморачиваться. Так сбоку прибью и все. Вот так сбоку. Сантиметров 10 полоску. Какой смысл там загибать что-то? Или я не знаю. Ничего загибать я, наверное, не буду. Все равно уже если начал что-то или самолет, или гром. Какой-то звук интересный я услышал. Вот такую полоску уже заготовил. Жесть.
И еще нетканку. Нетканку еще осталось. Порежем. Что туда должно все равно получиться. Вот такая прокладка будет из нетканки. Вот так вот. Все. Это хватит нам. Так. Сюда. И сюда. Вот так надо. Остается смолой. Помазать. Тарарай. Тарарай. Это уже идет подготовка к осенней охоте. Рыбалка, охота. Это осенью будет. Ты откуда появилась, а? Пойди. Так. Такую маленькую кисточку сделаем. Кисточка-времянка. Кисточка-времянка получится. Блин, смола интересно. Тоже нам надо было погреть газовой горелкой. Она может и густая слишком. Блин. Не, нормально. О, вот я этим и заделаю. Вот так вот. Еще прослужит. Еще прослужит мне несколько лет. А потом уже новую можно. Новую лодку сделать. Так. Смолы не жалеем. Пускай смола будет. Собака траву ест. И, наверное, дожди все-таки начнутся. Так, в принципе, РП5 показывает, что где-то через 4 дня дожди. И опять прохладная погода. Интересно, смола какая-то густая. Вон, как повидло. И запах. Блин, мне вот нравится запах смолы. Я видео вы уже видели, я вообще иду по лесу и вижу вот смола там от елки или от сосны. Я всегда беру и нюхаю. Нравится мне это. Так. Если начал лодка гнить, там его не остановишь. Хоть немножко, на чуть-чуть. Может еще. Так вот. Да. Ох, как много смолы. Пошло. Так. Такую прокладку мы поставим сюда. Видели? Ну, не страшен серый волк. Вот так вот. Просачивается. В принципе, сверху уже мазать тоже не буду, наверное. По ширине чуть-чуть. По ширине чуть-чуть, наверное, еще здесь помазать. Лишнее все равно выходить будет.
Надеюсь, слышно на камеру, как птицы поют. Вообще здорово. И вторую лодку, но вторая лодка у меня уже все. Там уже такая пробоина. Блин. Неожиданно так быстро так. Вроде лодка целая, а смотришь, там уже начало гнить. Гниет. Дерево такое. Вот так вот. Все. Вообще класс. Так, это туда. Закрываем, пока нам не надо. Остается только прижать этой. Так, вот так надо нам. Вот так нам надо. Так надо. Так надо, вот так. Вот так вот. Все элементарно, Ватсон. Так, гвозди у меня. Это должны быть гвозди. Гвоздики. Собака все время что-то слышит там, куда-то все время бежит. Так. Ладно, я здесь буду работать. Будем экономить гигабайты, зарядку. Потихоньку будем стучать тут и ремонтировать. В принципе, все ясно, понятно. Посередке сперва пойду, потом по краям. И я думаю, все у нас получится.